В эфире субботний выпуск новостей Саапшала. И с вами сегодня я, Эсма Гуландзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске мусульмане Абхазии отмечают праздник Курбан-Байрам. Новобранцы абхазской армии приняли присягу. Взгляд извне. Абхазия глазами российского туриста. Настоящее и прошлое Сухумской крепости и многое другое. В Абхазии, как и во всем мире, отмечают мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Он знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку. Торжество отмечается в 10-й день месяца Зуль-Хиджа исламского лунного календаря и продолжается 3 дня. Традиционно мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима, молятся в мечетях, приносят в жертву скот, мясом которого угощают друзей, близких, знакомых и нуждающихся. Стараются очистить мысли и совершать добрые дела. На праздничную молитву и намаз с раннего утра в Сухумской мечети собрались сотни верующих. Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии муфти Тимур Дзыба рассказал о празднике. Этот праздник уходит далеко, глубоко в историю. Начинается он от общего нашего пророка иудеев, христиан и мусульман Ибрагима, алейхиссалям, Авраама, по-библейски. Это история с его сыном, когда он дал обет Всевышнему. Если он одарит его потомством, сыном, он принесет за это самую большую жертву, благодарность Всевышнему. И когда Всевышний послал ему сына, которого он долго ждал и был уже в возрасте, Всевышний потребовал исполнить его обет. И когда великий пророк Ибрагим, алейхиссалям, принес скот в жертву изначально, он сказал: нет, это не самое дорогое. Он потребовал самое дорогое, это сына. И сын тоже смирился, как будучи верующим человеком, и сказал: сделай то, что ты обещал Всевышнему Творцу. И в итоге мы знаем эту историю, чем она закончилась. Всевышний остановил руку с ножом и сказал, что ты прошел испытание, я принял от тебя твое испытание, принял от тебя твой обет и заместил человеческую жертву барашком, животным. И с тех пор такой обряд у нас есть, и мы его проводим. В Абхазии сегодня тоже провели рано утром торжественную молитву. Хочу отметить, что ежегодно у нас этот вопрос стоит, но сегодня особенно было много людей. Пришлось частично перекрыть и дорогу, и тротуар, но все это было с соблюдением мер безопасности. И опять же у нас встает вопрос строительства полноценной крупной мечети. Сегодня вы видите у нас обновленный фасад и внутренние помещения мечети. И это тоже для нас является таким большим знаковым событием. И, наверное, для всех горожан это место стало более привлекательным, красивым. Поздравляю в первую очередь всех мусульман Абхазии, всего мира, весь народ Абхазии. Хочу пожелать мира, процветания, человеческой любви друг к другу. С праздником мусульман Абхазии поздравил президент Аслан Бжани. Курбан-Байрам – праздник, знаменующий завершение паломничества к святым местам, обращает к вечным ценностям – доброте, заботе о тех, кто нуждается в поддержке. Дорогие соотечественники, пусть ваши дома будут наполнены счастьем и радостью, говорится в поздравлении главы государства. Новобранцы абхазской армии приняли военную присягу. Торжественная церемония по сложившейся традиции проходила в Министерстве обороны. Ее посетили представители военного ведомства и родственники новобранцев. Перед этим молодые люди прошли курс молодого бойца в учебном центре Минобороны. Принимая присягу, новобранцы торжественно обещали служить своей родине. Сегодня абхазские вооруженные силы пополняются новобранцами, которые сегодня также принимают военную присягу на верность своей родине. Они произносят заветные слова, эту присягу они запомнят на всю жизнь. И я уверен, что они с честью и достоинством будут выполнять свой воинский долг по укреплению обороноспособности нашей страны. А скажите, пожалуйста, с какого числа призыв?
Практически больше месяца они проходили в стенах учебного центра подготовку, они освоили программу общевойсковую, и в дальнейшем они будут совершенствовать свое военное мастерство, свою полевую выучку. С 3 июня они проходят подготовку, и вот уже больше месяца они проходят у нас в стенах учебного центра. 9 июля Очимчир отметила 2522-летие. История города начинается в первой половине VI века до нашей эры, когда греческие колонисты основали полис Гюенос. Ко дню города организована обширная праздничная программа. Ярмарка, развлекательные мероприятия, мастер-классы, награждения, концерт и многое другое. Репортаж с празднования Дня города смотрите в программе Абхазского телевидения в ближайшие дни. Взаимодействие и сотрудничество главного государственного телеканала страны и районного галского телевидения обсуждались в рамках рабочей поездки руководства АГТРК в Гал. Темой встречи стало вещание госканала на территории района. Были затронуты вопросы обмена сюжетами и передачами, а также трансляция по Гал-ТВ программ на абхазском языке. Руководство АГТРК с рабочим визитом посетило Галский район. Состоялась встреча с руководством Гал-ТВ. В рамках совещания обсуждались вопросы взаимодействия и проблемы в области информационного поля. Развитие сотрудничества между Абхазским государственным телевидением и телевидением Галского района, проблемы в области вещания на абхазском языке, охват информационного поля, главные вопросы встречи с руководством Гал-ТВ и специалистами районной администрации. Для нас очень важно информационное поле, в котором находится приграничный район. На сегодняшний день мы считаем, что не очень серьезно представлен на нашем канале контент как раз-таки Гальского района, побольше событий, больше вопросов, касающихся развития вашего района и проблем вашего района, должно освещаться на нашем канале. И поэтому нам необходимо взаимодействие с администрацией района и с вашим телевидением, телеканалом, потому что визуальный или видеоконтент можете не всегда, конечно, но когда такая необходимость есть, предоставлять вы могли бы нам. То же самое, обратный процесс вполне возможен и нужен, я считаю. Но у нас есть материалы, которые могут быть дополнительно показаны на вашем канале. Они касаются вашего района или же больших проблем, но которые как-то больше заточены на проблемах Галского района. И поэтому такие передачи, они должны присутствовать. Один из самых важных и острых вопросов – охват вещания абхазского телевидения и самого Гал-ТВ в Галском районе. Совсем недавно журналисты АГТРК пытались выяснить, какой процент информационного поля охвачен государственным каналом. Как оказалось, многие жители района не могут смотреть абхазское телевидение и Гал-ТВ. Мне кажется, что это проблема государства. Это проблема и района, потому что когда годами приграничный район не находится в информационном поле государства, куда входит этот район, я думаю, что последствия могут быть очень серьезные. Поэтому вовлеченность должна быть, и прежде всего, конечно, здесь могут хорошо поработать журналисты. Но есть проблемы технические. Возможно, что сегодня Гал-ТВ здесь даже больше смотрят, чем абхазское телевидение. У многих не показывает абхазское телевидение, поэтому придется вообще ситуацию серьезно изучить в селах района, какая ситуация и почему так происходит. Если здесь проблема связана с передатчиками, с вышками, которые создают большие проблемы по всей Абхазии, очень часто многие села наши отключаются, не получают наш сигнал, они, правда, обращаются, жалуются и так далее. Мы пытаемся потом с Абхазсвязью как-то подключиться и что-то решить. Но каждый раз точечно. Вы, наверное, в курсе, что оборудование очень старое, и поэтому эти проблемы возникают очень часто. А если у вас проблема связана не с передатчиком, скажем, там, не с вышкой, район охвачен больше
информации соседнего государства. И если постоянно люди смотрят именно каналы, опять же, грузинские, мы должны понимать, что это серьезная проблема. Эта проблема не может решаться на уровне вот такой вот встречи, но мы должны изучить ситуацию для того, чтобы, наверное, потом уже доложить об этом и главе государства, чтобы какие-то шаги были предприняты, и чтобы быстрее мы начали решать эту проблему. Просто закрывать на это глаза вот просто уже нельзя. По словам директора Гал-ТВ Теи Аршба, чтобы охватить вещанием абхазского телевидения и Гал-ТВ весь район, необходимо более мощное техническое оснащение. Руководство АГТРК отметило, что проблемы в области вещания государственного канала в приграничном районе требуют более тщательного изучения и, конечно же, правильного подхода для решения данного вопроса, а также серьезных финансовых затрат. Однако данную тему необходимо начинать решать уже сегодня. Потому что странно, мы работаем и немало продукции производим, а наши жители этого не знают. Это очень, это большой минус. В мире вообще идет везде и всюду информационная война. Это, наверное, даже сейчас самое главное, да? Вот. А мы почему-то решаем многие другие вопросы. Нам кажется, что другие важнее, а это не очень. Это очень важно. Вопрос вещания государственного канала напрямую связан с развитием и изучением абхазского языка в Галском районе. В рамках встречи руководство абхазского телевидения передало Гал-ТВ запись уроков абхазского языка в электронном виде с целью их показа в эфире регионального канала. Уроки абхазского языка, и мы от себя тоже добавили фильмы, которые дублированы на абхазский язык, мультфильмы на абхазском языке. Привезли вам на носители. Вот. Большое спасибо, Да. большое. Вот это у нас будет выход. Кстати, это очень пользуется спросом здесь, вот уроки, да, онлайн. Посмотрите, вот здесь мы привезли. да, вы то привезли, я уверена, потому что мы смотрели ваши уроки, которые на ГТРК транслировались и транслируются, наверное, сейчас. Это то, что как раз-таки доступно и понимание будет у людей, да, чуть меньше путаницы, а все вот конкретно, быстро и легко. Нам это было очень нужно на самом деле, и большое вам спасибо. На сегодняшний день Гал-ТВ располагается в здании Галского районного узла связи. Условия непростые. Несколько маленьких комнат, монтажная и небольшая студия. В помещении требуется ремонт. Сотрудники надеются, что со временем им удастся перейти в другое здание. Несмотря на обстоятельства, здесь хоть и небольшая, но очень дружная команда специалистов. Техники, монтажеры и режиссеры. Всего лишь 2 корреспондента – Анжела Убилава и Илона Микава. Как отметила директор Гал-ТВ, коров не хватает. А журналиста, пишущего на абхазском языке, здесь и вовсе нет. По словам Теи Аршба, выпускников журфака сложно привлечь в район. Гал-ТВ вещает несколько раз в неделю. Выход в эфир зависит от происходящих событий в районе. На встрече отмечалось, что сотрудничество государственного и регионального каналов имеет очень важное значение. Обсуждался вопрос обмена передачами и сюжетами, трансляции по Гал-ТВ программ на абхазском языке. Хоштара, Шишнани для детей на абхазском языке. Да. Мы хотели свою программу «Спокойной ночи» сделать, но мы ее просто не могли себе позволить. Опять Если же, вам делать, то вам надо делать только на абхазском языке. ну да, ну вот, что и говорю, мы не смогли ее Зачем вытянуть. вам делать? Вы можете и на своем канале наш материал вот брать. Если абхазское телевидение многим недоступно, как раз через ваш канал посмотрят. И если бы мы еще и там транслировали, допустим, на Гал-ТВ фильмы на абхазском языке, это тоже было бы интересно. И для сухумчан. Это должно быть вообще в первую очередь. Иначе вообще смысл существования канала я не вижу. Почему государство должно тратить бюджетные средства? Вот на что? На что они тратят? Если государственный язык не имеет места на этом канале, вот смысл того, что делается, я не совсем понимаю. Поэтому как раз-таки надо искать контент, который, во-первых, абхазский контент, но такой контент, который еще будет интересен вашим жителям вашего района. Поэтому у нас очень много продукции, то, что вы можете взять.
В рамках поездки специалисты АГТРК осмотрели техническую составляющую ГАЛ-ТВ. По их словам, оснащение здесь хорошее. Но, как отмечалось выше, остро стоит проблема с передатчиками телевизионного сигнала, так как они не могут охватить весь район. И поэтому жители Гала, нижней зоны и ближе к Ачапчевскому району в меньшей степени могут смотреть ваш сигнал. Но технически возможно существует сделать более мощный передатчик с круговой направленностью сигнала и уйти от крайних частот ближе к миллиметровому диапазону. Руководство абхазского телевидения давно планировало встретиться с коллегами из ГАЛ-ТВ. Однако из-за пандемии это стало возможным только сейчас. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В заповеднике Сухумская крепость начались археологические раскопки. В рамках практики для студентов исторического факультета АГУ такие исследования проводятся ежегодно. Что удалось найти юным археологам на этот раз и какие тайны хранит крепость, расскажем в следующем репортаже. Неотъемлемая часть прибрежного пейзажа. Руины Сухумской крепости лежат между улицами Воронова и Академика Сахарова. Сегодня историческое наследие представляет собой пустырь с заросшими каменными постройками. А ведь место по праву можно назвать центром зарождения целого города, который назывался Диоскуриадой, затем Себастополисом. Позже его нарекли крепостью из воды и песка Сухум-Кале. Цитадель была домом греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турок и русских. За свою долгую жизнь эти стены видели многое – войны, разрушения, тысячи лиц и судеб. Археологические исследования на территории крепости выявили множество ценных артефактов. Часть их найдена в рамках студенческой практики исторического факультета АГУ. Такие раскопки университет проводит здесь ежегодно. Если честно, археологические раскопки – это не так легко, конечно, но нам все очень нравится. Девочки тоже копают? Да, мы тоже копаем, помогаем. Здесь на жаре ты не пожалела о том, что такую профессию выбрала? Честно, я не пожалела. Мы на историческом факультете выбираем направление. И вообще, пока даже мы сюда не пришли, я думала пойти на археологическую или что-то такое. Но я пока думаю, конечно, все равно мне это нравится. Первый раз, когда мне сказали, что мы пойдем на практику, мне было очень интересно, как тут что происходит, что мы будем делать. Когда я сюда попал, уже другие ощущения. Ну, копаем, мы ищем, находим очень много керамики, древней посуды. И с каждым разом еще более и более интересно. У нас стимул копать дальше, искать что-то получше, поинтереснее. Буквально за 3 дня раскопок уже обнаружено несколько интересных находок. К примеру, фрагмент некоего полукруглого сооружения из камней. По одной из версий, это могло быть местом, где обжигали глину. Интересно, что даже спустя века сооружение сохранило целостность. Настолько прочно камни соединены известковым раствором. Кладка с обильным известковым раствором, булыжниками. Ну, по всей видимости, я могу сказать, что похоже, что византийского времени. Это 6 век. На соседнем участке найдены пушечные ядра. Этот артефакт указывает на русский след и, скорее всего, относится к середине 19 века. Буквально недавно начали зачищать участок фрагментарно. И вот скопление, значит, ядер у нас массовое. Вы посмотрите, они же разные практически. Тут есть крупные и мелкие, достаточно большого объема. Есть ядра, которые разрывные, так называемые. Сейчас я покажу. Вот. Они вообще из какого материала? Железо. Вот смотрите, вот здесь вот дырочка должна была быть. Вот здесь дырочка, куда всыпали порох. А вот еще одна находка – старинная распределительная муфта, подтверждающая, что на территории крепости был проведен водопровод. Это муфта-распределитель. Вот смотрите, пожалуйста, вот сквозная такое отверстие, по которому проходила вода. Вот с этой стороны сбоку еще одно отверстие. То есть этот водопровод был каменный? То есть, по крайней мере, вот это каменный был этот распределитель. А так, конечно, трубы были керамические. Главной задачей исследователей остается поиск могилы владетельного князя Абхазии Килишбея Чачба, правившего в конце 18-го, начале 19 веков. Он был убит 2 мая 1808 года у входа в свой дворец в Сухумской крепости. В этом году мы начали проводить археологический раскоп именно там, где может быть остатки могилы Килишбея. Ну, я не знаю,
удастся ли нам дойти до тех слоев, сил немного. То есть в рамках археологической практики сложно проводить такие крупномасштабные работы. Но, по крайней мере, мы обозначим в этом году. Вполне возможно, что вот, следы разрушения, следы фундамента этого надмогильного сооружения мы можем найти не на большой глубине, где-то метр 50. Килишбей Чачба был видным государственным и политическим деятелем, значимой фигурой для Абхазии. Стремясь к независимости, он проводил самостоятельную политику, успешно лавируя между интересами соседних империй. То фото, которое сохранилось, оно относится к 1918 году. А уже в 30-х годах 20-го столетия эта могила была разрушена. Вы же знаете, какие события происходили. Такие имена должны были быть стерты с лица земли, и могила тоже попала в водоворот. То есть известно, что разрушено. Не знаем, выкопали его, перезахоронили или выбросили, нам это неизвестно. Нам бы найти следы этой могилы, а потом уж можно будет, если будут какие-то останки, то можно будет привлечь других специалистов по изучению, по генетике. Ответы на эти и другие загадки истории молчаливо хранят руины Сухумской крепости. Археологический потенциал заповедника по-прежнему огромен и требует изучения. Чтобы сделать это на должном уровне, необходимы большие финансовые вложения. Крупномасштабные работы должны включать научные исследования, консервацию находок, а также реставрацию и благоустройство всей территории крепости. Я надеюсь, что вот исследование Сухумской крепости станет одним из приоритетов. Что я имею в виду? Необходима финансовая поддержка. Еще раз хочу povedать о том, что силами студентам сложно. Очень много делается силами студентов, но очень сложно. Потому что нужно привлекать профессиональных рабочих, а у нас рабочие есть. Не приезжие, а наши местные с нами работают иногда. Вот если будет какая-то поддержка, финансовая поддержка, мы готовы работать очень долго и проводить свои поиски. Я надеюсь, что будет в то время, когда и государство финансово поддержит наши работы. Я понимаю всю ситуацию, в которой мы находимся, но все-таки хотел бы призвать людей, которые от тех, от кого зависит, обратить внимание на приоритеты именно археологических исследований. А археологические исследования, это, должен признать, это финансово емкая работа. Веками Сухумская крепость разрушалась и возводилась заново. Сегодня от нее остались только руины. Мимо этих величественных фрагментов изо дня в день проходят десятки и сотни людей. Кто-то знает лишь вскользь об истории места, для кого-то это заброшенный пустырь. В повседневной суете общество зачастую теряет связь со своими корнями. Историческая память – великая сила, нравственная, культурная, основа духовности этноса. Без прошлого нет будущего. И эти знания должны быть подкреплены фактами и неопровержимыми доказательствами. Эсма Куланзе, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Абхазия всегда привлекала и очаровывала творческих людей. Для них здешняя природа и атмосфера – настоящий источник вдохновения. Сценарист, режиссер и продюсер Сергей Шиляев приезжает сюда не первый год. Чем привлекателен отдых в Абхазии? В чем его плюсы и минусы? И как развить туристический потенциал республики? Об этом Сергей рассказал в интервью нашему каналу. Сергей, последние несколько лет вы часто приезжаете в Абхазию. Как туриста, чем вас привлекает наша страна? Я приезжаю сюда уже 3-й или 4-й год и живу здесь достаточно долго, по 1,5-2 месяца. И успел изучить, мне кажется, практически все достопримечательности, которые здесь есть. И в первую очередь, конечно, я много где был, я путешествовал по миру, и здесь очень мне понравилась природа, конечно, в первую очередь. Это воздух, вода, птицы, какие-то потрясающие растения. Ты выходишь, пахнет цветами, воздух насыщен, как будто все время в каком-то раю. Вот. Потрясающие исторические храмы, религиозные или просто исторические. Очень жалко, что мало информации о них, потому что история Абхазии, Сухума и многих городов – это же
огромный пласт информации, которую очень интересно было бы узнать. Вот. Очень много мне здесь кажется таких особенных мест, которые вдохновляют. Мне кажется, это идеальное место для художников, поэтов, писателей. Сейчас наш мир, он все больше и больше сегментируется, делится на интересы. Да? И когда есть общие программы, которые доступны, интересны всем, но они не очень углубленные. Вот. Если делать тематические программы для религиозных людей, да, как паломники, места, для любителей истории, для любителей здорового образа жизни, экологии, потрясающе полезной воды, термальных источников и так далее, для творческих людей, где они могли бы почерпнуть вдохновение, новые мысли какие-то родить и так далее. Вот эти узкие направления, мне кажется, за ними будущее, потому что эти люди, они, с одной стороны, имеют деньги, у них достаточный культурный уровень, чтобы оценить эти преимущества. А с другой стороны, они не будут, потому что они, опять же, люди обеспеченные, у них работает, они не будут сами сидеть, составлять себе маршруты и думать: я вот здесь поживу, потом на чем я поеду, где я там остановлюсь, где я поем, а будет ли там транспорт, а как я доеду до туда, а сколько это стоит, а не обманут ли меня и так далее. Вот, то есть очень важны готовые решения под ключ. И главное, чтобы их не бросали, чтобы вот эти узкие интересы, конкретная цель путешествия, потому что просто поехать посмотреть, очень, как я говорил, мало информации. Люди думают, что они посмотрели Рицинский заповедник, посмотрели Пицунду, были в пещерах в Новом Афоне и все. И как бы все я в Абхазии видел, больше что здесь еще смотреть, я второй раз не поеду. Мне кажется, не хватает какой-то общей стратегии, потому что сейчас много развивается частых инициатив, когда люди открывают кафе, люди открывают отели, какие-то транспортные компании занимаются перевозками, джипы и микроавтобусы и так далее. Вот. Но они удовлетворяют некий спрос, да, то есть, если нету, спрос он сейчас какой? Поскольку нет более таких премиальных предложений, сюда приезжают люди, которые хотят сэкономить, хотят бюджетного отдыха. Соответственно, у них такие запросы. Просто пожить, просто хорошо питаться, просто где-то попутешествовать. И все это пребывает в достаточно хаотичном состоянии, да, то есть и нету никакого контроля качества. То есть чем отличается один отель от другого? Об этом нет информации, у отелей нету сайтов, у этих отелей нету отзывов посетителей. Они не уверены в том, как это будет. Информации нету, и это, конечно, большой недостаток, потому что мало иметь, надо делать упаковку и надо это продавать. Вы разработали проект по развитию туризма в Абхазии. Расскажите, в чем его суть? Проект разработан таким образом, чтобы задействовать те преимущества, которые есть в Абхазии. И как раз разрабатывать вот эти туры под эгидой, под крылом Министерства туризма, для того, чтобы эти туры, они будут разработаны таким образом, что, во-первых, нацелены на определенную целевую аудиторию, о которой я говорил. Это спортсмены, творческие люди, йоги и так далее. Вот. И будут учитывать интересы страны, например, развитие восточной части Абхазии. Скоро наплыв туристов будет, и очень важно, чтобы была инфраструктура, потому что если эти проекты реализовывать совместно с министерством, то выстраивается цепочка. Людям кто-то что-то продает, люди приезжают, людей встречают, людей заселяют, людей возят, людей развлекают, им что-то показывают, их кормят и так далее. И вот эта цепочка, она должна быть качественной, потому что в конце нужно у человека спросить, все ли вам понравилось, расскажите, пожалуйста. Если вот этот тур человек возьмет, то он может быть спокоен, вот, которая подтверждена всякими отзывами и так далее.
Вот. И это может быть гораздо дороже, не гораздо, но сильно дороже, чем есть сейчас. Это привлечет другую аудиторию. И что самое главное, эти деньги будут оседать не только в карманах исполнителей, хотя, естественно, с ними будет заключен договор подряда, мы всю эту инфраструктуру будем использовать, но также деньги будут задерживаться в Министерстве туризма, и на них можно будет дальше развивать, дальше обучать, дальше строить и так далее. Как режиссер, какой вклад вы могли бы внести в реализацию такого проекта? Ну, смотрите, сейчас мы совместно с Министерством туризма разрабатываем продукт, то есть сами вот эти непосредственно туры. Там будут участвовать самые лучшие специалисты в области истории, экскурсоводы, не знаю, может, археологи, ну, кого мне посоветуют. Вот. Потом этот продукт надо правильно презентовать. Это видеофильмы, это рекламные ролики, это фотографии, это описание истории, сторителлинг и так далее. Потом эти продукты надо грамотно преподнести и продать. И таким образом мы понимаем рынок, мы понимаем, что людям надо, что им важно, и можем разрабатывать программу уже еще более точечно. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.